على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram aziz qardaşlarım, xayrli kishilar. Allohning rahmati bilan ushbu kecha bizni boshlaymiz. Ham bizning g'adatcha shulay oyga bir topqir biz yasab shunday to'garak ustal. Ham endi shu to'garak ustalni biz endi rus tilida olib boramiz. Shunga ko'ra я перехожу потихонечку на русский язык. Это мероприятие круглый стол мы проводим раз в месяц, и на все такие вопросы, которые нас беспокоят, мы стараемся поднимать, значит, темы. И сегодня мы будем говорить о семейных отношениях. Где-то лет 8-9, а то и больше назад мы начали переживать, потому что те молодые пары, которые приходили к нам в мечеть, и мы им читали никах, а когда уже давали имя детям, мы замечали, что пап нету. Или они 2-3 года живут и потом разбегаются. Это тогда мы, может быть, в отличие от других мечетей, очень сильно переживали и придумали такое, значит, мероприятие, как собеседование. Әңгәмә дип аталайды ул. Бабайлар, әлбәттә, әзрәк каршы чактылар инде безгә. Менә Рафаэль бабай утыра. Да, бабайлар были немножко против, потому что мы останавливали эту пару. Никах быстро не читали. Мы их останавливали в мечети и говорили: придете на следующей неделе. Мы тогда сделали в неделю 2 дня. Это была среда и суббота. И еще сделали 2 времени. Это было 1:30 и 6 вечера. Представляете себе, мы быстро никак не читали. А у всех была привычка: быстренько нам никак почитать, пожалуйста. Мы сказали: нет. Собеседование вначале. И на этом собеседовании должен был выступать один молодой хазрат, который буквально недавно сам женатый, молодая семья. Для чего? Чтобы эти молодые нас услышали. Им с нами было проще. Когда говорит бабай, понятно, да, бабай говорит, он всегда говорит мимо ушей. А когда молодой хазрат говорит, когда он призывает, тут немножко отношение другое. Поэтому сигналы были тогда уже, мы старались, но, конечно, не знаю, влияние, не знаю, интернета, телевидения, моды какой-то, да, все-таки оно сильное, и поэтому на сегодняшний день, к сожалению, наш город Нижнекамск, да, по республике занимает 1-е место по разводам. 1-е место по разводам занимает. Это грустно, и не надо думать, что это не касается молящихся. К сожалению, мы вот здесь в мечети работаем, и к нам приходите вы и рассказываете свои проблемы, и нам приходится как-то стараться, выкручиваться для того, чтобы сохранить семью мусульманскую. Когда мусульманин с бородой, на намазе, жена в платке, дети, и они не могут жить. Поэтому переживание, оно всегда у нас, в наших сердцах. И поэтому благодаря значит, нашей этой программе мы решили собраться. И я благодарю Юсуф Хазрата, нашего дорогого. Он приехал к нам сегодня, у нас в гостях. Поэтому сегодня будем говорить об этом. Первое слово предоставляю я Салимджан Хазрату. Он начнет, потом Фаниль Хазрат продолжит и закончит, значит, Юсуф Хазрат. Поэтому, если за это время какие-то появятся вопросы острые, можете написать на бумажечку и принести, аккуратно положить на стол. Что-то мы успеем рассмотреть, если нет, что-то мы, значит, отложим на другой раз. Или на джумга будем говорить, или как-то будем находить такую возможность, чтобы, значит, на этот вопрос ответить. Итак, слово предоставляется Салимджан Хазрату.
Бисмилля, алхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. Если буду слишком громко говорить, скажите, уши заболели, замолчи, хазрат. Алхамдулиллахи раббил алямин, вассаляту вассаляму аля ашрафил анбияи валь мурсалин, набийина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Аллахума аллимна ма янфауна, ванфа'на бима аллантана, узидна ильма. Амма ба'д, ассаляму алейкум, уважаемые братья, сестры, которые нас слышат, гости, слушатели. Как было заявлено в анонсах, в афишах, сегодняшняя тема нашего круглого стола – это причины, ведущие к разводу. И, конечно же, это очень важная тема, потому что вот даже, как сказал Салих Хазрат, сегодня официальная статистика говорит, то, что вообще, не только в мечетях, где никах читают, а вообще браки, которые заключаются, светские браки это или религиозные браки, то среди них процент разводящихся очень большой. Даже вот в официальной статистике за 2016 год говорят, то, что достигает 60%. То есть женилось 100% людей, из них 60 уже развелись потом. И это, конечно же, печальная цифра, это очень большая и очень то есть очень большая цифра, с которой мы не соглашаемся и не хотим примиряться. И поэтому же 60% это очень много. Но, безусловно, браки, которые создаются в мечети, браки, которые создаются между верующими людьми, они крепче, зачастую крепче бывают, однако и среди них присутствует большое соотношение разводящихся. И поэтому сегодня мы хотим об этом поговорить и непосредственно о самом талаке. Талак, развод, об этом Аллах Субханаху ва Тааля упоминает, когда Он говорит о колдовстве. Аллах Субханаху ва Тааля в суре Бакара порицает колдовство. И одно из причин, одно из вредностей, которые колдовство приводит, то есть делает, колдовство разводит между мужем и женой. То есть Аллах Субханаху ва Тааля указывает, то, что это плохо, что колдовство делает. Оно, говорит, покушается даже на брак, на институт семьи. И поэтому ученые говорят, талак является одним из самых нелюбимых, дозволенных вещей Аллаху Субханаху ва Тааля. Некоторые ученые говорят, то, что есть такой хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, якобы сказал, то, что самая нелюбимая, дозволенная вещь Аллаху – это талак, развод. Но ученые говорят, то, что это слабый хадис. Но смысл его правильный, говорят. Талак, развод, который был совершен без шариатской причины, это, безусловно, нелюбимая вещь Аллаху Субханаху ва Тааля. Аллах недоволен этим, и Аллах не желает этого. И поэтому в одном из хадисов, который мы, возможно, слышали, говорится, то, что Иблис, предводитель шайтанов, установил свой трон на воде, а потом отправляет к людям свои отряды. И самое низшее положение перед ним, перед Иблисом, занимает тот шайтан, который сделал самое маленькое количество фитны, смуты. Но приходят и другие шайтаны, и которые говорят, я, говорит, сделал то-то и то-то. Иблис говорит, ты сделал ничего особенного. И тут среди других шайтанов приходит один и говорит, я не оставил человека до тех пор, пока не разлучил его с его супругой. То есть добился того, что они развелись, разбежались. И тогда Иблис приближает его и говорит, вот, ты, говорит, сделал великое дело. Вот ты, говорит, сделал хорошее дело. И даже в некоторых риваятах приводится, что он даже обнимает его от этой радости. И поэтому, исходя из этих хадисов, мы говорим, то, что да, развод, талак, как инструмент, он разрешен в шариате, в религии ислам. Однако мы должны понимать, то, что одна из целей никаха, брака, чтобы никах был долго, чтобы он существовал как можно дольше. И поэтому, когда мы женимся, когда сестры выходят замуж, они должны что делать? Они должны делать намерение, чтобы это было постоянно, чтобы это не было временно. И по этой причине в исламе строго запрещены временные браки. То есть, когда мужчина и женщина женятся и оговаривают, мы с тобой муж и жена 10 дней, 1 день, полгода, год. Это в исламе строго запрещено. И поэтому талак
является лишь инструментом для решения таких огромных проблем. Но в основе наш никах, который мы совершили, наш брак, который мы заключили, он должен длиться как можно дольше. Можно сказать, даже всю нашу жизнь. И поэтому сегодня я хотел бы поговорить о причинах, почему возникает талак, почему появляется талак без особой причины, без важной причины. И я бы хотел отметить то, что первой причиной, на мой взгляд, является то, что люди, верующие, которые хотят построить семью, которые хотят совершить никах, они очень легко смотрят на само понятие никах. Они очень легко смотрят, и даже, к сожалению, на некоторых лекциях, уроках никах преподносят как будто что-то легкое такое. Да? Например, женись, ни о чем не думай, ведь всегда можно включить задний вход, всегда можно развестись и построить другой никах, а затем третий никах и так далее. И так все живет, как бы это в басне говорится, да? Все лето петь, скакать, играть и так далее. Но на самом деле никах – это большая ответственность перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Это обязательство, которое мы взяли на исполнение. И когда никах преподносят легко, соответственно, для этих людей, которые считают то, что никах легко, для них же и развод тоже становится легким. А что, женился? Как женился, так и разведусь. Как женились, так и разбежимся, ничего страшного, да? Они вот так вот говорят. Но нужно помнить то, что Аллах Субханаху ва Тааля в Коране, сура Ниса, в 21 аяте говорит: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. И как вы можете отбирать то есть брачный подарок, махр, как вы можете отбирать это, когда вы сошлись друг с другом, и они, то есть ваши жены, взяли с вас суровый завет. Это слова Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть Аллах Субханаху ва Тааля назвал этот никах суровым заветом, брачным договором, крепкий договор, который является на самом деле тяжелым для исполнения. И как же после этого Аллах Субханаху ва Тааля называет никах тяжелым, суровым заветом, а после этого братья говорят: нет, это на самом деле легко, проблем нету. Сегодня женился, завтра женился, послезавтра развелся, ничего страшного. Как это после этого можно говорить? Ведь Аллах Субханаху ва Тааля сам говорит то, что никах, он очень важен. И поэтому в тафсире Ибн Кафир, когда комментирует этот аят, он приводит хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Завещаю вам хорошее отношение к женщинам, ведь вы взяли их в жены под покровительство Аллаха, и они стали законными для вас согласно слову Аллаха Субханаху ва Тааля». То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сам сказал то, что никах – это взятое обязательство перед Аллахом. Взятое обязательство перед Аллахом. И поэтому мы должны тщательно подумать перед тем, как мы будем или как мы начнем заботиться о наших женах. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О молодые люди, кто из вас будет способен содержать семью, то пусть женится. Поистине это поможет ему потуплять взор и избегать распутства. А тот, кто не способен содержать семью, пусть постится. Поистине так он сможет подавить свою страсть». Этот хадис является достоверным, приводится в сборниках Сахих Бухари и Сахих Муслим. И поэтому сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда говорит о никахе, он побуждает: женитесь, говорит, заключайте семьи, да, стройте семьи, однако женитесь те, кто может это выполнить, кто серьезно подходит к этому вопросу, кто может, что сделать, пророк сам говорит, кто может содержать семью. А остальные, если ты не можешь пока содержать семью, и тут содержание не возвращается именно непосредственно к финансовой стороне вопроса, даже морально, духовно, если ты еще не готов к этому, то тебе следует поститься. Вот в татарском языке есть такое точное слово, которое описывает состояние этого человека. Оно такая поговорка: «Сокаллы собый». Да? То есть это мужчина, человек, который по внешним признакам, или, как говорится, вторичным половым признакам, да, у него уже растет борода, он уже такой, как бы уже все, он как бы мускулы, тело большое, там все, да, но
голова так и осталась на уровне кого? На уровне подростка, на уровне какого-то ребенка инфантильности. То есть он не относится к этому серьезно. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этом хадисе указывает, чтобы мы не были инфантильными, чтобы мы не были вот этими вот бородатыми мальчиками, да? Наоборот, чтобы мы были бородатыми мужчинами, которые подходят к этому очень ответственно. И поэтому никах, для заключения никаха, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мы должны суметь содержать семью. И финансово, и точно так же и духовно, и морально. Должны быть готовы именно к ноше, к обязательствам. Это не просто никак только лишь с физической стороны, но никак мы должны к нему подходить и с духовно-моральной стороны. Значит, в итоге, получается, первая причина – это легкомысленность. И, конечно же, я ни в коем случае не хочу сказать, женитесь только тогда, когда вам станет 40 лет, когда у вас появится там своя какая-нибудь комнатушка, квартира, когда вы, наконец, накопите там на какую-нибудь машину. Нет, я не хочу этого сказать. Однако мы должны быть готовы именно духовно и морально, чтобы вот здесь вот тоже, как говорится, отросла борода, да? Чтобы не только на лице, но и здесь на умах у нас тоже, чтобы была какая-то зрелость. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда женился, у его жены Аиши спросили, какой был махар у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Махар – это брачный подарок, который мужчина преподносит женщине перед никахом. То есть она просит, он ему отдает. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как сказала жена Аиша, что его махром, когда он женился, было 12,5 укий серебра. Укия – это вера весов, мера весов, да, которая составляет примерно 1,5 килограмма серебра. В общем, 12 укий с половиной. И, как сказала Аиша, мать правоверных, это соответствует 500 дирхемов. Если это привести на наше время, на наши деньги, это соответствует примерно 45 тысяч рублей. 45 тысяч и выше. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, каждый раз, когда он женился, он выплачивал махар 45 тысяч рублей. Запомните эту цифру. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда женился, он подходил к этому основательно. То есть он платил такую сумму для того, чтобы сделать дозволенной женщину, верующую, на которой он хочет жениться. А уже потом, когда они уже начали жить с семьей, их постигали какие-нибудь трудности. И как говорится в хадисах, то что иногда бывало так, то что в доме посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не было даже са пшеницы. Са пшеницы – это то есть 4 горсти пшеницы. Даже этого не было, чтобы что-то приготовить. Не было даже са фиников, чтобы что-то покушать. И вместе с этим его жены, вот именно в эти сложные моменты, что делали? Они не пилили пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не наезжали на него, там, не постоянно там, не предъявляли ему там, всякие разные свои негативные вопросы. Они не просили там, почему там нет у нас дома денег, да, я хочу покушать роллы там, почему ты мне денег не даешь, я хочу сходить там на педикюр, в бассейн там, или еще там фитнес, куда там они еще ходят, да. То есть в такие сложные моменты женщины пророка, саллаллаху алейхи вассалям, жены пророка относились к этому с пониманием. Они терпели, проявляли сабр. И вместе с этим посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, даже если в его жизни были разные моменты, у него было много, допустим, достатка, было мало достатка, бывали дни, когда он был голоден, допустим, да, но вместе с этим, когда он женился, он не просто за копейки давал махар, да, и считал никах за какую-то такую простую сделку, нет. Его махар составлял 45 тысяч рублей. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как мужчина, как глава семьи, является примером для нас. И точно так же его жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, матери правоверных, являются примером для других женщин, которые находятся в семье. Ведь они выбрали Аллаха, субханаху ва тааля, они выбрали довольство Аллаха, и после этого они выбрали довольство посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому нам, мужчинам, пример посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в семье, а женщинам пример жены посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям.
Вторая причина, о которой я хотел бы вам сказать, это то, что когда мы женимся, когда сестры выходят замуж, они и мы все плохо выбираем своих будущих супругов. Плохо выбираем будущую супругу, плохо выбираем будущего супруга. И иногда не размышляем над тем, какой это человек, что это за личность, каким он будет в будущем воспитателем, каким он будет отцом или какой она будет матерью для будущих общих наших детей. И поэтому иногда он или она красиво, да? Он или она молится вроде бы, он, допустим, он с бородой, машалла, она в платке, машалла, да? Знает вроде бы пару-тройку аятов, хадисов, и все. Этого нам становится достаточно. Однако посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в этом вопросе он желал нам лучшего, и он обрисовал критерии, которыми мы должны руководствоваться, и отдалил нас от сомнения. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: на женщине женится из-за 4 вещей: имущества, знатности, красоты и религии. Ищи же ту, которая обладает религиозностью, и ты преуспеешь. И поэтому в этом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, указывает причины. Чаще всего из-за этих 4 вещей мужчины женятся на женщинах, да? И кто-то, допустим, ему интересна семья этой девушки, на которой он хочет жениться. Кому-то интересно, допустим, ее социальное положение, ее знатность, да, ее имущество, кому-то интересна ее красота, а кому-то религия. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: выбирай ту, которая обладает религией, которая обладает религиозностью. И что говорит? Ты преуспеешь. Если можно сравнивать, то можно привести такую аналогию. Человек выбирает машину, да, когда покупает машину, по причине того, что она красивая такая, все сделано, дизайн японский, там то да сё, да. Человек иногда выбирает машину, то что там большой двигатель, да, нажмешь на газ, он уедет вперед. Человек выбирает, то есть по разным параметрам. И иногда человек ведется, то есть обманывается красивым видом машины, но он даже не может нормально проездить на этой машине даже полгода, год. Она постоянно ломается, она требует больших затрат, ты далеко не сможешь уехать, то это поломается, то третье, десятое, там гарантийно там какие-нибудь поломки, допустим, бывают, да. То есть эта машина неудобна, эта машина непрактична. А иногда бывают машины, которые простые вроде бы на первый взгляд, да, но она очень хорошая машина. Она дольше тебе прослужит. Ты с ней проездишь сделаешь большой пробег, да. Ты что будешь делать? То есть она никогда не будет ломаться, она будет есть мало бензина, там и так далее, и так далее. То есть удобная машина, практичная машина, и ты готов на этой машине проездить очень долго. Это простой пример из нашей жизни. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в браке призывает нас обращать внимание, для мужчин призывает обращать внимание на религиозность, чтобы твоя жена была богобоязненной, чтобы твоя жена страшилась Аллаха, чтобы твоя жена переживала не только за себя, но и за тебя, и за будущих детей, за их воспитание и так далее. Но нужно вместе с этим понимать, то, что одна лишь религиозность этого недостаточно. Еще нужен благой нрав. Откуда мы это узнали? Мы это узнали от хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, обращаясь к родственникам женщин, говорит: если к вам придет человек и посватается, религией которого и благим нравом которого вы будете довольны, то жените его. Не отпускайте этого человека. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, 2 качества. Если есть у человека, этого человека нельзя отпускать. Его нужно привязать к себе, чтобы он был твоим близким человеком. Религиозность и благой нрав. И поэтому это относится не только к женихам, чтобы жених такой был, это же относится и к невестам. Чтобы мы тоже, когда женимся, когда мы ищем себе супругу, будущую мать наших детей, мы должны обращать внимание, чтобы она была религиозной и обладала благим нравом. Чтобы она обладала благим нравом. Чтобы не было потом, когда вы сошлись вместе, да, получилось так, то, что
я, оказывается, обманулась, то, что на его аяты хадисы, то, что он по-русскому говорил, оказывается, я обманулся, то, что она красивый платок завязывает там и так далее, да, а в итоге потом жизнь не получается. И поэтому причиной разводов часто является то, что человек выбрал себе неподходящего супруга, неподходящую супругу, и из-за этого их семья в итоге рушится. И поэтому, как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, относительно этих двух качеств, религиозность, таква, богобоязненность перед Аллахом и благой нрав, это две причины или два качества, по причине которых большинство людей войдут в рай. Однажды у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи, спросили: о посланник Аллаха, по каким качествам входит в рай, то есть по каким качествам наибольшее количество людей войдет в рай? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, ответил: это таква и благой нрав. Поэтому эти два качества, которые ведут в рай, эти два качества, которые делают, что Аллах будет доволен этим человеком, и эти два качества, которые сделают ваш брак крепким, которые сделают вашу супругу или вашего супруга хорошим человеком, хорошим защитником, надежной опорой. И, как сказал Ибн Хаджар в своей книге «Фатхуль Бари», то, что слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, «ищи же ту, которая является религиозной», то он говорит, то, что эта женщина, которая обладает религиозностью, она честна, она правдива, она праведна. И что делает? Она может сообладать своими страстями. То есть, если нафс, шайтан, делает васваса, то она может это остановить. Она может это пресечь, и она никогда не ослушается или же никогда не сделает, то есть всегда будет праведной по отношению к своему мужу. И поэтому, как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, вот это вот качество, праведность, это признак того, что Аллах субханаху ва тааля помогает этому человеку. Аллах субханаху ва тааля любит этого человека. Как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, тому, которому дарована праведная жена, Аллах помог в половине религии. И пусть же он придерживается богобоязненности во второй ее половине. И поэтому в конце своего выступления я хотел бы сказать то, что все равно все мы разные, да? Иногда бывают, у всех нас есть недостатки. Но мы сами, что мы должны делать, чтобы наш брак продолжался дальше, чтобы мы жили счастливо и дальше, чтобы слово «развод», оно никогда не всплывало в нашей семье, мы должны и сами, и муж, и жена заниматься самообразованием. Очень часто люди, когда им говорят про образование, илм, изучай, брат, знания, они думают, что это изучить пару-тройку сур из Корана, почитать хадисы, прослушать уроки акиды, фикха, хадисов и все. Нет. Знание, приобретение знаний, оно должно охватывать всю нашу жизнь, и в том числе нашу семейную жизнь. И поэтому на сегодняшний день, альхамдулилля, выпущено очень много книг, которые касаются счастья в семье. И поэтому и муж, и жена должны заниматься самообразованием, читать эти книги, которые построены или которые написаны в соответствии с исламом, в соответствии с шариатскими нормами, учеными, и которых на сегодняшний день множество на русском языке, то есть везде можно купить и спокойно прочитать. И поэтому, если мы будем заниматься самообразованием, если мы будем повышать свои знания, если мы будем изучать, то, иншаллах, Аллах субханаху ва тааля сделает наши семьи еще более крепкими и отдалит нас от таких неприятных явлений, как развод. Поэтому, субханак Аллаху бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Аллах на рахмат eylesin, Салимжан Хазрат. Салимжан Хазрат у нас второй имам центральной мечети. У него свой кабинет, в котором он может вас принять, послушать, дать добрый совет. Шуңа күрә уялмыйча гына аңа бара аласыз, әйбет. Үзегез тормыш иптәшләрегез белән. То есть можете со своими супругами обращаться к нему. Поэтому пусть это будет какой-то шаг
Не надо стесняться, да, вот я тоже очень часто ко мне приходят, вопросы задают. Да, мы слушаем, но надо слышать две стороны. Надо видеть два человека. Шума говоря, не будет так, чтобы только слезы или только, прошу прощения, нервы, да, одного человека. Шума говоря, вот знаете, пожалуйста, и не доводите до края какого-то, да. Лучше вовремя вопрос задать, ответ получить. Очень много на начальном этапе решается вопросов. Сейчас слово предоставляется нашему дорогому, значит, Фаниль Хазрату. Пожалуйста, Хазрат. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаляму аля расулилля. Амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Все проблемы, естественно, в семейной жизни мы сегодня не сможем оговорить, поэтому это наша не последняя встреча насчет семьи, а будут в дальнейшем круглые столы также посвящены семье. А сегодня это только вступление. И я хотел бы обратить внимание, после того, как Салимджан Хазрат оговорил нам шариатски, то есть как шариат смотрит на это. Также я хотел сказать о тех вещах, которые мы явно знаем, но часто забываем. То есть это вещи очевидны, но человек не воспринимает эту очевидность. И привожу аят, сура Ниса, 26-28 аяты. Аллах Тааля говорит про шариатские нормы. Говоря про шариатские нормы, Он указывает нам то, что Аллах Тааля во многих местах облегчает шариат, облегчает поклонение Ему, когда человеку становится тяжело, и объясняет причину этого, и говорит: «Вахуликаль инсану даифа», и был создан человек слабым. И вот это как раз мы и забываем часто. Человек был слабым, человек создан слабым. Аллах Тааля говорит: «Ва яс'алунака анир рух, кулир руху мин амри рабби, ва ма утиту миналь ильми илля калиля». Они спрашивают о тебе про руха, о Джибрииле или душе. И скажи, это то мин амри рабби. Это дело касается только Аллаха, только Аллах об этом знает. «Ва ма утиту миналь ильми илля калиля». И дано было вам знание только немного. То есть знание было вам дано только немного. Малую часть знаний только вы получили. Сура Исра, 85 аяте Аллах Тааля говорит. И явно проявляется вот это, то, что человек очень мало знает, это когда человек ведет борьбу между своим разумом и своими чувствами. И часто он проигрывает своим чувствам. Человек чувствует себя слабым, когда видит, что его чувства одолевают, когда появляется какой-то страх, причина которого он не знает. Это все вот тут проявляется незнание человека, потому что проявление страха, появление каких-то наущений, это все появляется из-за отсутствия знания. Также человек создан ограниченным местом каким-то определенным, ограниченным каким-то временем и культурой. И это также является как силой, так и слабостью человека. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из хадисов сказал: «Ля якадиль кады ва хуаль гадбан». Пускай не судит судья, когда он гадбан, в гневе. Пускай не судит судья, когда он в гневе. И слово «гнев» ученые объяснили как голод. То есть, смотрите, человек не покушал, человек не попил, человек не удовлетворил какое-то свое желание, и уже он не может принимать правильные решения. Это касается как и мужчин, так и женщин. Мы люди. То есть мужчина, когда живет с женщиной, он вот это забывает, что она также является человеком, и она может сказать не то слово. Также и мужчина, придя с работы, устал он, может, не кушал, и жена может что-то сказать,
и он, основываясь на своем человечности, а не основываясь на том, что он не любит свою жену, или нет у него к ней какой-то любви, какой-то привязанности, он может что-то сказать. Он это говорит не потому, что он не любит ее, или она не любит его, а потому что они являются людьми. Произошло что-то. Например, начальник накричал. Например, что-то не получился бизнес. Например, человек голодный. Когда голодный, чувства обостряются. И уже что? Человек быстрее гневается. Вместо того, чтобы слово сказать, лучше побыстрее еду принести. Человек, чтобы покушал, успокоился и так далее. И человек, например, когда пить хочет, он не может принимать правильные решения. У него начинает проявляться именно то, что он не соображает. Также человек со стороны тела очень слабый. Он часто болеет, может заболеть, может простудиться, может еще что-то случиться. Человек нуждается во сне. И это слабость его. И вот эти все слабости мы забываем. Мы забываем, что вот, когда бываем со своей женой, когда жена бывает со своим мужем, мы забываем, что они и мы являемся людьми. Аллах Субханаху ва Тааля указывает на это, когда говорит о шариате. «Вахуликаль инсану даифа» говорит, «Я облегчаю вам шариат». Точно так же вы должны облегчать друг другу жизнь. Вы должны быть легкими по отношению к друг другу, потому что вы являетесь людьми. У вас есть такие же чувства, есть слабости, есть желание есть желание спать, есть желание кушать, пить. И вот это все делает вас слабыми. Есть у вас желание, как гордость, есть зависть. И вот это тоже делает человека слабым. Да, он борется с этим, но это не значит, что если мы говорим, что человек верующий, или говорим, что человек богобоязненный, то что он лишен этих качеств. Он не лишен этих качеств, он борется и будет бороться до конца своей жизни с этими качествами. Но однако мы это часто забываем. Также мы забываем различия между друг другом. Мы мужчины, они женщины, и у нас есть различия. Различия в теле, различия в мыслях. Мы по-разному мыслим. Например, у мужчины есть свои предпочтения. Мужчина определяет человека по его силе, определяет человека по тому, как он делает работу, какие результаты он показывает. Женщина же наоборот. Она смотрит на то, какие чувства передает этот человек, как он говорит о любви, как он рассказывает о своих чувствах. Вот это женщина, основываясь на эти, судит. Когда мужчина судит, основываясь на делах, ему нужна четкость, то женщина, наоборот, ее природа различается, и она начинает судить, основываясь на том, как человек разговаривает, как человек показывает свои чувства. Также, поэтому у мужчины любовь к спортивным играм, к рыбалке, к охоте, машины и так далее. А женщина любит именно поговорить с другими женщинами, поговорить именно, собраться где-нибудь, чтобы было именно люди, чтобы было с кем поговорить. Поэтому любят, например, магазины, ходить в магазинах, потому что там именно люди ходят. Она общественная. Также, например, есть различия в предпочтениях разговора. Мужчина любит разговаривать на определенные темы и не любит, появляется у него дискомфорт, когда выходит за определенную тему, когда перебивают, когда новую тему открывают, не закончив вторую тему. Женщины же наоборот. По причине строения мозга, их строение мозга, работа мозга разная, как мужчин, так и женщин. Женщина, наоборот, может открывать новую тему и говорить о новой теме, не закрыв предыдущую. И мужчина может это не понять. Также, когда мужчина разговаривает, он харфи, то есть буквален. Когда он говорит, он, значит, все буквально у него идет. Женщина же, наоборот, любит разговаривать предпосылками, иносказательными словами, указаниями, но никогда не прямо.
Есть разница в способе мышления. Мужчина размышляет молча. Он никогда не будет советоваться, пока у него не складется определенное мнение насчет чего-то. Поэтому бывает, что жена говорит: давай что-то купим. Она это говорит не потому, что она по правде хочет это купить, она обсуждает. То есть мужчина воспринимает вследствие того, что он привык выявлять свои чувства, выявлять свое мнение только после того, как он пришел, сам лично пришел к какой-то цели, он думает, что женщина тоже так же, и когда она говорит, что что-то надо купить, он думает, что это по правде надо купить. Женщина же наоборот, она, когда думает, она сначала обсуждает с кем-то, потом только приходит к цели. Мужчина же наоборот, приходит к цели, потом только обсуждает свое мнение. И вот тут опять может появиться конфликт. И мы часто вот об этом не задумываемся. Мы разные. И это надо изучать, это обязательно надо изучать, это не надо оставлять. Также мужчина, когда размышляет, он любит сосредотачиваться. Женщина же, наоборот, она может сразу несколько тем развивать и сразу о нескольких вещах думать. Поэтому именно мужчины профессиональны в своем деле. То есть, если вы в какой-то работе хотите увидеть профессионала, то это будет мужчина, не женщина. Потому что он сосредоточен на одной вещи только. И будет думать только об одной вещи. И даже вот следующее, которое различие, это работа с проблемами. Когда мужчина работает с проблемами, это, кстати, указание есть женщинам, он сосредотачивается на этом, и у него пропадает осязание, что у него вокруг, что дети есть там, что еще другие проблемы есть. Жена бывает говорит там: сделай то-то, сделай это. Мужчина говорит: да, хорошо, но при этом потом, когда жена спрашивает: я же тебе говорил, он говорит: я не знал, я не помню. Почему? Потому что она говорила когда он был сосредоточен на одной вещи. Он был сосредоточен на одной вещи, и что? Она в это время ему говорила. Например, бывает, что мужчина смотрит телевизор, сидит за компьютером, ведет машину, и женщина что-то говорит. И женщина думает, так как она сама, это если ей будет во время, когда она готовит, когда что-то делает, ей мужчина что-то будет говорить, она это будет запоминать, детально даже, дословно, до буквы. Но мужчина, он не такой, он сосредоточен, он закрывается. И если он не может решить проблему, он уходит, смотрит телевизор, смотрит компьютер, идет с друзьями поболтать, потом опять возвращается и опять замыкается, опять закрывается. Тут женщина не должна думать, что мужчина не любит ее. Он что-то не сказал и не ответил. И это значит, что есть какая-то проблема, которая стоит перед ним и которую он хочет решить. А женщина же, как сказали, наоборот, она может решать сразу несколько проблем. Только, так сказать, многоядерный процессор. Поэтому это уже различие надо понимать. И тут опять появляются, говорю же, ошибки. Она думает, что мужчина невнимателен к ней. А у мужчины, по правде, он о чем-то думает, оказывается. Или делает какое-то дело. И тут появился конфликт. Это надо не забывать. Следующее – это чувства. У мужчины в чувствах свои предпочтения, у женщин свои предпочтения. Предпочтение женщины в чувствах – это чтобы ихтимам, то есть обращение внимания, то есть внимание ей оказывали. Чтобы она чувствовала, что ее понимают, чтобы ее уважали, чтобы от мужчины какое-то было самопожертвование, чтобы было спокойствие, мужчина показывал ей. У мужчины, наоборот, есть свои основы. Это чтобы супруга всегда доверяла ему. Ему обязательно надо знать, что супруга доверяет ему. Ему нужно, чтобы супруга хвалила его. Ему нужно, чтобы супруга считала его дела хорошими, чтобы она побуждала его. Потому что мужчина по природе, он что? Он любит преодолевать какие-то трудности. Каждый день он любит получать какое-то достижение.
Если он не получает достижения или достиг какого-то достижения и не получил награды, молодец там, еще что-то, даже словесного, мужчина начинает угасать как мужчина. Потому что он любит преодолевать трудности. Ему обязательно надо, вот как в играх, там, до какое-то достижение достичь. Если женщина его не подбадривает, то тут он теряет связь со своей супругой. Супруга же наоборот, если мужчина не оказывает ей внимания, то есть обычное внимание, подарок какой-то, слово какое-то хорошее, то женщина теряет связь со своим мужчиной. И мужчина думает, что предпочтения чувств у женщины такие же, женщина думает, что предпочтения чувств у мужчины такие же. И получается опять конфликт. Они не поддерживают в чувствах других. Также у мужчины есть такое, что мужчина любит экономить свою энергию. Если у него кто-то берет эту работу, он спокойно отдает эту работу. Женщина же, наоборот, любит растрачивать свою энергию до конца. И ей надо обязательно чем-то заниматься. Если женщина берет в руки молоток и забивает гвоздь, это значит на всю жизнь. Мужчина ей уже не поднимет больше молотка. И поэтому видим, что женщина часто рушит посредством этого семью. Конечно, и мужчина в этом виноват, так как дал ей то, что она подняла молоток. Почему? Потом вот женщина говорит, я всю свою жизнь тащила на себе семью. Почему? Потому что женщина сама у мужчины забирала. Сама пошла мусор выкинула, сама пошла счета оплатила за квартиру, сама пошла электрика вызвала, сама это. И она не может так, по-другому. Ей надо что-то делать все время. Мужчина, он может спокойно сесть, у него проблема, он решает ее, остановился и все. Он замкнулся, нету никого перед ним больше. А женщина не может так. И поэтому у нее мозг по-другому работает. И вот это надо понимать. Надо понимать, что, во-первых, мы люди, у нас есть слабости. Мы хотим кушать, мы хотим пить, мы хотим спать, мы устаем, мы болеем. У нас есть желание, есть зависть, есть это. И вот это не надо думать, что если мы верующие, вот это все пропадет. Если ты верующий, ты что, не желаешь кушать? Аллах Субхану ва Тааля где-нибудь порицает то, что люди выполняют свое желание, следуют своим желаниям. Не поклоняются своим желаниям, а следуют своим желаниям. Нет, он порицает, когда человек, следуя своим желаниям, переходит какие-то границы. Если бы не было у нас желания, то вот этого света не было бы, этой мечети не было бы, стен бы, ковер, вообще ничего не было бы, никаких технологий, ничего. И вообще бы человечество не существовало. Потому что нету желаний. Желание, как является нашей силой прогресса, также является силой регресса, когда прогресс будет тогда, когда желание не переходит границы шариата и выполняется. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил пост постоянно, потому что это противоречит выполнению желаний. И сделал сунной только в определенные дни. Поэтому вот это надо учитывать, слабость нашу. И то, что мы, по правде, оказывается, разные. Мы по-разному думаем. Как мы сказали, женщина может о многих вещах в одно время думать. Мужчина может только об одном думать. Об одну проблему. Когда вот перед мужчиной стоит одна проблема, и он ее решает, тогда вот является что? Тогда у мужчины бывает прогресс какой-то, по правде. Если он сразу несколько проблем решает, то наоборот регресс. Женщина же, как мы сказали, может что? Решать сразу несколько вопросов, поэтому они лучшие воспитателями являются. Потому что ребенок может сразу и кушать хотеть, и в туалет, и еще что-то, и слова, и она сразу все это замечает и понимает. И с этой стороны это ее плюс, но также это является ее минус, потому что она не сможет профессионалом в каком-то одном направлении стать. Мужчина же, его эта однонаправленность тоже является как и плюсом, так и минусом.
И также вот то, что мы, оказывается, разные даже со стороны подходу к делу. Если дело с нас снимают, если дело у нас забирают, то мы легко это отдаем. Женщина же наоборот, когда она видит, что дело какое-то не делается, она сама начинает это делать. И мужчина не должен этого допускать. Потому что раз допустит, два допустит, и потом женщина уже будет та, которая будет совершать, и уже не будет соответствовать аяту «Ар-риджалю каввамун». То, что мужчины являются попечителями. Мужчины являются теми, кто решает проблемы женщин. А становятся, наоборот, женщины, которые решают проблемы мужчин. Поэтому вот это указание только, на эти вещи надо обращать внимание. Это, как я сказал, это только начало у нас. У нас еще будут семейные проблемы решаться, иншаллах, в следующих круглых столах. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука. Мы не перестаем удивляться глубинным познанием Фаниль Хазрата, тем более это только начало. Шумакер Аллахна рахматы olsun. Біздің Фаниль Хазрата бұл оқу-оқыту бөлігінің жетекшісі, то есть он у нас ответственный по образованию, поэтому уж если какие-то будут узкие вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нему. А сейчас с большим удовольствием слово передается человеку, который с 16 лет занимается этим вопросом, который уже, значит, создавая свою семью, он, наверное, уже 1000 семей таких создал, Аллах на рахматы блян, и эта тема ему близка очень, и, наверное, опыт и та психология внутри семьи ему еще больше знакома. Шуңа күрә инде Юсуф Хазратыбызга сөз береміз. Алла разы болсын. Бисмилля, альхамдулилля, салату вассаламу аля расулилля. Тағын бір мәртәбә, ғазиз қардашлар, біздің апалар да іштедірім, хөрмәтле ханымнар, абыстайлар, муслима қардашлар, саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Һәр бірігізге Аллахның шексіз сәламнары, аның рахмат һәм бәрәкәтләре булсын. Ну, дорогие братья, во-первых, рад вас видеть. Иншаллах, пусть Аллах даст нам возможность и в дальнейшем жить, поклоняться Всевышнему Аллаху вместе. Ну, когда Салимджан Хазрат еще начал знакомить меня за неделю и за 2 недели вперед с темой этого круглого стола, он мне назвал тему как раз вот причиной, ведущей к разводу. Конечно, тема немножко такая, беспокойная, да, может быть, и не очень-то красивая тема. И даже я тогда предложил, может быть, давайте будем разговаривать не про талак, не про развод, а давайте начнем разговаривать про семью. Потому что вот сегодня мы очень много говорим про талак, про развод, что это плохо, но, к сожалению, почему у нас много разводов? Потому что мы мало говорим про никах. Мы не понимаем, что такое никах. Мы не понимаем, что это величайший канон Всевышнего, то, что Он пожелал, чтобы мы жили в семье. Потому что мы не понимаем, что Аллах пожелал, чтобы мы делились на мужчин, женщин, мы находили друг друга, строили семьи, служили друг другу, любили друг друга, терпели друг друга. И это канон, который установил Всевышний Аллах, и мы, мусульмане, прежде всего должны хранить этот канон, сохранить и продолжать этот канон. Этот канон, он должен жить. Особенно сегодня, когда вот эти семейные ценности, традиционная семья сегодня превращается уже в какую-то в историю. Когда сегодня уже мы видим однополые браки, да? Вот сегодня говорят, что 10% в России это уже голубые. Просто не верится, как 10%. Получается, ты видишь 100 человек, из них 10 это они, что ли, получается? Не верится, но это вот нам доказывает. Или, может, чтобы мы привыкали к ним, да?
То есть, нарсесың енді бұл, да? Поэтому для некоторых семья, семейные отношения – это крепостное право, где муж вот этот деспот, тиран, да, который имеет только одни права, никаких обязанностей. И вот эта рабыня, да, рабыня, которая даже не имеет права глаза поднять, не то что там руку, не то что там язык, да, слово. То есть некоторые вот так думают. Но Аллах же установил канон, чтобы этот канон, вот это правило семьи и жить в семье, он же должен помогать нам жить. Он должен дарить нам радость, счастье. Вот в чем смысл-то жизни. «Литаскуну илейха». Аллах Та'аля в Коране сказал, чтобы Он создал для вас, из вас самих, супруг для вас. Для чего? Чтобы вы им морду били? Или чтобы они вам жизнь испортили, а вы им? Нет, «Литаскуну илейха». Чтобы вы находили в них успокоение. Успокоение. Чтобы вот когда ты приходишь в семью, да, вот в эту крепость, когда ты заходишь, у тебя много проблем. Потому что, мы понимаем, что жизнь, она без проблем не бывает. Кто-то на работе с кем-то подцапался, столкнулся, поссорился. У кого-то отняли его право, кого-то обидели, кто-то устал, кто-то кому-то все надоело. Он никого не хочет видеть. Бывает это и с нами, и с имамами бывает. Иногда светофор не замечаешь. И думаешь, вот сейчас я приду домой, пока не накричу, я лучше сейчас закроюсь у себя в спальне. Да? Пусть ни детей, никого не видит. И буду успокаиваться, или там намаз почитаю. Иногда вот так думаешь, и, машаллах, приходишь домой, тебе за коленки обнимает дочка, а ты хоть там, жена там улыбается, пока до нее очередь не доходит, да, пока дети же тут, со всеми надо разобраться, да, кого-то поцеловать надо, кого-то обнять надо, кого-то толкнуть надо, раз по-отцовски, по-мужски, по-братски, да, не всегда әзірәккенә түрткәләп таласың бит, малайларны бигрәк тайын, шулай бит, кто в доме хозяин, надо же им показать, то есть до жены еще далеко, вот проходят какие-то 5 минут, и все, плевать на эти все проблемы, на эти все эти, да, все там осталось, потому что это семья. Вот она в цель семьи, внутри семьи. Там холодно, у тебя тепло должно быть. Там зной, жарко, у тебя прохладно должно быть. Там темно, у тебя светло. Там все плохо, у тебя хорошо. Вот задача семьи. И мужчина, и женщина, все они должны идти к этому, строить это. И Аллах Та'аля, вот смысл семьи. «Литаскуну илейха», чтобы вы находили успокоение в этих семьях. Но, к сожалению, сегодня, и это было всегда, многие семьи, они лишены вот этой первостепенной, которой говорится в аяте, цели. То есть семья – это не утешение. Семья для многих – это не успокоение. Кто-то сидит после работы, он не хочет семью, и он говорит, что у него много работы. Ему дети звонят, а ты хочешь койтасың. Жена звонит, а он не хочет. Где-то он там с друзьями сидит, анда барда пиво пьет или еще что-то, да, особенно про джахилев я говорю. То есть, к сожалению. И вот то, что мы сегодня говорим, вот Салимджан Хазрат говорил про причины развода, да, Аниль Хазрат говорил про особенности как мужчин, так и женщин, да, кто как думает. Я вообще, мне страшно становится, когда наши жены начинают думать вообще, да. Уже начинаешь гадать, там 10 вариантов уже, так, нәрсе ойлағаның, да. Альхамдулилля, то, что они есть, и мы любим их такими. Я думаю, что проблема все-таки, она глобальная, она не только в семье, понимаете, вот даже в отношениях между братьями, да, в отношениях с людьми, которые исповедуют другую религию, да, в наших так скажем, сейчас модно же говорить, межнациональных отношениях, да, вот ты татарин, он русский, он там азербайджан, еще кто-то. Я думаю, что основная проблема то, что вот действительно не хватает внимания. Нет внимания. Мы не хотим уделять внимание, потому что мы сегодня заняты собой. Вот есть я, и нет больше никого.
Вот я. И мы не хотим жертвовать тем временем, теми силами, которые мы посвящаем своему нефсу, я. Мы никому не хотим отдавать это. Почему у нас нет времени поминать Аллаха? Почему человеку объясняешь, что вот надо выстаивать 5 намазов, но у него нет времени выстаивать 5 намазов? А ведь Аллах 24 часа дал. 5 минут надо фарз почитать, бисмилля. Но он не хочет даже 5 минут пожертвовать, отнять, лишить тем самым свой нефс. И то же самое, то есть по отношению к Аллаху, по отношению к родителям. Разве у нас хватает внимания по отношению к нашим родителям, не только к женам, а у жен к мужьям? Даже к родителям у нас нет отношений. Не хватает. Вот миним этисян тугулинде, но они исян, да, вот поэтому я буду приводить пример матерей, да. Вот у кого мамы сегодня живы-здоровы? А? Кімнәрнең әниләре исән? Поднимите руки. Не у всех. Бабайларның әниләре юк. Альхамдулилля. Много братьев, у кого мамы живы-здоровы. И сейчас другой вопрос. Кто каждый день звонит маме? А? Я думаю, что рук будет меньше. Не буду вас стыдить и себя, да? Но у нас даже нет 5 минут за 24 часа, чтобы мы пожертвовали эти 5 минут, да даже не 5 минут. Еще меньше, да? Пожертвовать, чтобы просто позвонить нашим мамам. А это же им так дорого и так их радует. Поэтому у нас нет времени ни на кого. Ни на родителей, ни на братьев. Иногда вот, машаллах, какой-нибудь брат подойдет и расскажет свою проблему. Оказывается, он уже 2 года живет с этой болезнью какой-то, с этой проблемой, и ты первый раз узнаешь это. Ты каждый день с ним зухр читаешь, аср читаешь, другие намазы. И ты даже не знал, что он прошел через все это. Это же потому что, причина в том, что мы не видим друг друга. У нас нет времени видеть друг друга. В то время как пророк, алейхиссаляту вассалям, он видел всех. Он видел настроение людей. Он видел, что вот у этого брата проблемы в жизни, что ему нужно помочь, его нужно утешить. И сахабы, на примере пророка, они это видели. Поэтому не хватает внимания к братьям, да, к детям. У нас нет времени на детей. У нас нет времени на наших жен, на супругов, на семью. Поэтому вот это отсутствие внимания, к сожалению, лишает нас, вот как раз Ваниль Хазрат говорил, вот этих теплых чувств, семейных чувств, когда ты любишь свою семью, когда ты скучаешь по своей семье. Про любовь я еще скажу несколько слов. Да, вот. И мы живем сегодня одними правами. Вот я имею право на то-то, то-то, то-то. Вот один раз глава государства сказал, что вас не могут заставлять изучать татарский язык. Все проснулись. Все проснулись. Всем все не нравится. Даже біздің моңқұртларға да все не нравится. Вдруг вот все вот Татарстанда яшибыз. Извините, у нас президент татарин все-таки. И до него был татарин все-таки, Шейми Бабай, да, со своим прекрасным акцентом, да. Они вот это сохранили. Вот это у нас лучше, чем в Кировской области, у нас лучше, чем в Самаре, лучше, чем в Башкортостане. Дин яғаннан да, дунья яғаннан да. И вот просто нам указали, а вот у вас еще такое право есть. Вас не могут заставить. Все проснулись. Сейчас что пишут в интернете? Зачем? Кому нужен этот татарский язык ваш? Убирайте со своим. Скоро без гайтерлер, вы татары поганые дебейтерга могут. Почему столько негатива? И оно что, там где-то накапливалось, что ли? Бригне дали возможность, да? Все, манда безна. Так нельзя. Так нельзя жить одними правами. Извини, ты уважай чувства других еще. Уважай чувства, образ жизни других. Біз бітіренебіз, мәмін татар малай. Сарманда татарлар да орысша білмей. Үйрендім енді орысша, нешейсің енді, әзірәккені үйреніп келем енді. Орысша китаплар оқимын. Анда Пушкин, Тургенев, Достоевский оқимыз, альхамдулилля. Мен яратам рус тілін. Мен аны бик бай тіл деп ойлаймын. Қайбір татарлар айталар, орысының тілі жоқ, дұрыс түгел ол деп, ялған бұл. Бүгін орысының тілі бик бай тіл. Әммәләкин, біздің туған тіліміз бар. Поэтому мы живем своими правами.
Тоже касается, что касается семьи. Каждому интересно свое право. Вот я. Ну-ка, какие там аяты? Машаллах, машаллах, машаллах. А какие там хадисы? Машаллах. И вот с этими хадисами приходят на семейные разборки. Он собрал эти аяты про свои права. И она, машаллах, не шилом крыта, да, тоже собрала все. Все, у них хадисы, они там хадисами друг друга. Понимаете? Но в судный день все мы с вами и наши сестры, которые нас там слышат, да? Вопрос. Мы в судный день, когда предстанем перед Аллахом, мы за что будем отвечать? За свои права или обязанности? А? Аллах спросит нас, ты какие права имел? Мы их наизусть знаем всех. Да? Что там, если жена откажет, ангелы до утра будут проклинать ее. Что там без спроса выйдет, ангелы проклинают. Это все хадисы мы наизусть знаем. Если надо, сильсиля выучим. Да? А в судный день у нас спросят про что? Про наши права или обязанности? Валлахи, у каждого из нас спросят про наши обязанности. И у каждой женщины спросят в судный день, как она несла на себе обязанности перед мужем. И каждый муж будет спрошен за это. Поэтому это очень важно. Нельзя жить только одними правами. И вот я все время привожу этот пример. Когда на никахе начинаешь, я как мужчина, все-таки имам мужчина, пользуясь своим социальным положением, сначала я всегда говорю про права мужчин. Нужно начинать с хорошего, так ведь? А потом только перехожу на права женщин. Вот это чувствуется, видите? Вы знаете, это чувствуется. Когда на никахе говоришь про права мужчин, все мужчины просыпаются. Всем интересно. Машаллах, вот это да, вот он аят, вот он хадис. Даже те, которые не любят ислам, они даже просыпаются. И некоторые, хазрат, вот еще раз повтори вот это. У меня там жена сидит, не слышала, наверное, не слышала. Да? А женам это неинтересно. Опять вся власть мужчинам, опять этот хазрат там свою, мужскую тему, да? Ну, нельзя ущемлять права женщин. Потом я перехожу на права женщин. А мужчинам это неинтересно. Они уже засыпают, а женщины все просыпаются. Как солнце восходит над горизонтом. Вот хазрат заговорил, запел. Как он хорошо говорит, да? Потому что про права женщин он говорит. А ведь и женщины, и мужчины, они в судный день будут спрошены не за права свои, а за свои обязанности. Это очень важный момент. Поэтому изучайте, братья дорогие, свои обязанности прежде всего. Свои обязанности, а потом будете уж, если надо, изучать свои права. И очень важный момент, вот когда мы действительно строим семью, выстраиваем свои отношения, да, вот к сожалению, не хватает вот этой теплоты в отношениях. Просто меня махаббат джитми. Просто не хватает любви. Вот когда муж любит жену, да, просто я ее люблю, и все. Мында хатын яратыр үшін аятта мәжбүри түгел оқырға, хадисте. Шла ведь просто я вот люблю, потому что мы живем вместе. Она мне родила там 1, 2, 3, 4, там, может быть, 5 детей, да? Она родила мне, она мне служит. Он служит этой семье, каждый день встает, идет, чистит зубы, завтракает, идет на работу, уставший приходит. Вот служат друг другу сколько лет, а любви нет. Это плохо. Семья должна быть любовь. И сегодня, как вот нам рассказывают в Европе, да, как строят семьи, это неправильно семья, как бизнес-партнеры. Вот 2 бизнесмена, коммерсанты встречаются, ты давай мне товар поставляй, по какой цене? По такой цене. О, мне нравится с тобой работать. Они работают год-два, появляется другой конкурент, который предлагает другие цены. Он говорит, извини, я нашел другого поставщика, и я буду у него товар брать. Вот некоторые братья смотрят на семью так. Давай, бисмилля, мы там поживем, не кахнемся. Хазрат свой, да хазрат даже не нужен, вот брат один, он там где-то учился полгода в Египте. Он сейчас нас быстро никахнет. Если валия нет по ханафитскому масхабу, там же не обязательно. Я, когда у брата спросил, я говорю, брат, ты
Отец пожаловался, что ты у нее не спросил, дочь. И он говорит: Хазрат, по-нашему, он вдруг ханафитом стал, ханафитскому масхабу, он так с сарказмом отвечает, издевается. Ты что, не знаешь, что ли? Понимаете, если ему нужно, он ханафит. Если ему не нужно, он уже там другой, это и это. Поэтому, дорогие братья, вот эта любовь должна быть в семье. Вот посмотрите семью. Вот невозможно, давай мы с тобой поживем месяц-два. Ну потом, если что, разведемся, ладно, не получилось, не получилось. Кто-то говорит: это же халяль, хазрат. Кто тебе сказал? Кто запретил? Кто назвал талак харамом? Никто не может назвать харамом то, что Аллах Тааля. Но давайте вернемся к чувствам людей, к достоинствам людей. Вот у кого здесь есть дочка? Кімдердің қызлары бар? А? Альхамдулилля, менікіде бар. Сәлимжанның yok қызы. Анықы көп вообще. И біз Сәлимжан білән иногда сталкиваемся. Я честно говорю. Почему? Потому что у него сыновья, и он не понимает. Аның қызлары yok әлі. А қызлар — это другая тема. Это другая параллель. Это другие чувства. Мен сколько шел? Бір малай туды, қыз күттік. Анасының екінші малай туды, қыз күттік. Ждем дочку. Третий сын родился. Все уже, ну никак уже, без шансов. Дочка родится у меня, Аллах берса. Дуға қылам. Жена с роддома звонит. Малай туды сыном, говорит. Еще сын родился. Потом только 5-й и 6-й дочки. Дочка — это совсем другая тема. И не хочется обижать их, понимаете? Не хочется, чтобы их обижали. Вот син растишь, вот Салих Хазрат, вот представь себе, синің неше қызың бар, да? Ты их растишь, да, вот этих дочерей. Кто-то спрашивает их: никах, все нормально, через месяц ты забирай свою дочку. И когда ты ему показываешь свое недовольство, он говорит: брат, вот этот молокосос, брат, который он младше твоего сына, он тебе смотрит и говорит: брат, так это же халяль, талак. Халяль, ну так нельзя. Даже, может быть, если у этой девушки какие-то, да, в ней какие-то проблемы, ну, извините, это же семья. Не надо спешить сразу разводить, это очень обидно. Это очень обидно, когда вот ты растишь, и вот так получается. Да, может быть, я не говорю, что эта девушка ангел. У нас есть и не ангелы в платках, есть, бывает так. Было время, когда я сам сказал: брат, я не знаю, разводи ее, все уже. Бывают такие моменты, но ко всему надо подходить взвешенно. И семья — это чувство, семья — это любовь. И вот то же самое, вот айталар бит, вот сағынасың ма дейді. Конечно, сағынасың, нешік сағынмайсың енді, 12 жыл бірге яшайсың да. Поэтому так, Юсуф, собирай шмотки, переезжай в Казань. Все. Но мы же не роботы. Меня один журналист спросил: а почему вы не хотели в Казань? Как я могу хотеть в Казань, когда у меня семья здесь? Когда мы 12 лет живем в этой семье, вместе кушаем, вместе спим, вместе живем. Как? Вот то же самое. Конечно, нелегко должно человеку разводиться, даже если это можно назвать халялем, да? Потому что это чувство. Посмотрите на жизнь пророка. Пейгамбар саллаллаху. Разве он не любил Хадиджу? А? Разве он не скучал по ней? Я когда готовился к передаче «Жизнь пророка» со своими женами, читаю одну книгу, смотрю другую, в интернете листаю какие-то истории жизнь пророка, саллаллаху алейхи, с Хадиджей. И вечером прихожу домой, целый день жил с этим в семье пророка, да, наблюдаю, как они жили, как они любили, как они скучали друг по другу. И жена Минаминде делает мне чай, я до сих пор еще там. Я говорю: Матурым, вот сегодня я целый день читал про пророка Мухаммада и Хадиджу, как они жили вместе. Ей там интересно стало, женская тема же, да. Я говорю: оказывается, Пейгамбарыбыз Хадишаны шу кадар яраткан. Оказывается, пророк так любил Хадиджу. У меня уже жена там чайник поставила, все уже там слушает, как вот действительно, это приятно каждой женщине, да, когда пророк так любил свою жену. И он не скрывал, как он любил Аишу. Помните,
Сподвижник подошел, весь такой надеется, что он любимчик, самый-самый, номер один пророка. И он такой: я Расуль Аллах, а кого ты больше любишь всех? Айшу. Не тебя, Айшу. Жену свою люблю больше всех. А потом отца Айшу. Ее отца. Он не сказал Абу Бакра, он сказал: отца моей жены люблю. Тестя люблю, да? Понимаете, он это не скрывал. И мне когда рассказал, жена такая радуется, да? На следующий день дальше читаю. Про Хадиджу, какая она была, как она любила пророка. Она же отдала все пророку. Она отдалась все ее имущество, весь ее опыт, авторитет, мудрость, да? Все она отдала пророку. Никого рядом не было, она стояла рядом. Да? Пророк приходил убитый весь. И она вот как женщина, как жена, она была рядом. Она поднимала ему настроение, лечила, как говорится, его раны, да? Его крылья, чтобы он дальше мог летать. И на следующий день прихожу, жена делает чай. Я говорю: Матурам, вот целый день читал про Хадиджу, и я же понял. Она говорит: что? Я понял, почему так ее пророк любил. Почему пророк так ее любил? Она такая: все, чайник поставила. Почему? Хадиджа, ее невозможно было не любить. Потому что она была действительно прекрасной женщиной. Она была прекрасным человеком, которую мы тоже все должны любить, потому что она мать правоверных, рады Аллаху анха. Поэтому, дорогие братья, это тоже касается Айши. Да, у нее были свои капризы, как женщина. Она была молодой. Бывало, что по вечерам она читала пророку, может быть, вообще ненужные истории разные, да? И пророк, саллаллаху, который был ниспослан как милость для миров, у него каждая минута, каждая секунда на счету, и вот он сидел и слушал ее истории. Он еще улыбался, он еще вопросы задавал, шутил с ней, когда она вот эти истории читала. Да? Было время, когда, вы знаете, как Айша разбила посуду, когда другая жена отправила гостинцы. Я вот представляю, когда к одному из братьев двоеженцев или многоженцев вторая жена, сын там или дочка принесет гостинцы, и Аллах сахласын, если вот эта жена там вот такое сделает, да? Что нужно быть? Там джиназу за нее надо будет читать уже. Джиназу. Аллах сахласын. А пророк саллаллаху все собрал, да? Все почистил, поменял и вынес стакан. И сказал: пока ваша мама сегодня не в настроении. Вот эта молодая девушка, рады Аллаху анха, это мать для нас, да? Но она была по природе молодая девушка, да? Пророк саллаллаху иногда терпел ее выходки, потому что это семья, это любовь. И когда Хадиджа умерла, сколько лет прошло, когда поминали ее имя, да? Когда поминали ее имя, он садился и вспоминал ее. И он говорил, даже Айша говорит, несмотря на то, что Айша никогда не конкурировала с Хадиджей, потому что при Хадидже она была одна. То есть других жен не было еще. Поэтому они не были конкурентами, да? Но Айша что сказала? Я, говорит, больше всех ревновала кому? Хадиджи. Потому что он так ее любил. Так ее вспоминал. Поэтому, дорогие братья, вот когда будет любовь вот эта, когда ты служишь друг другу год, два, когда твоя жена один раз пошла в роддомга и пришла вся убитая, с ребенком вернулась, вот, а ты ему отчество дал. Тут жена ни при чем. Ты ему фамилию свою дал, да? Сам еще имя дал. При чем тут жена? При чем тут она? Все мое, все наше, понимаете? Извините, бар роддомга бар да тауып қара бірер бала. Тауып болмайды, бұлдырып болмайды, что-то мен барып шықмай. Понимаете? Они же это для нас. Они же наши жены, они матеря наших детей. Они воспитывают наших, альхамдулилля, детей. Поэтому, дорогие братья, вот, к сожалению, вот этих чувств любви, уважения друг к другу просто не хватает. Просто не хватает. И здесь, да, проблема и в женах есть, и в мужьях. Но я тут как бы не защищаю. Но вот когда я переехал в Казань, я думал, таких проблем только в Нижнекамске много. Оказывается, в Казани таких проблем еще больше.
Иногда после уроков подходят сестры, да? Иногда звонят сестры. Вот недавно позвонила сестра. Ну, я как бы один раз где-то ее видел, она с каким-то вопросом подходила. Она, говорит, звонит. Вот, говорит, то, что, говорит, он меня руками бьет, я, говорит, это еще терплю. Но вчера, говорит, он меня ногами пинал, говорит. Я говорю, кто? Ну, мой муж. Я говорю, тот, кого я знаю, он ангел вообще. Он вообще, он не может так. Ну, Хазрат, я, говорит, Аллах свидетель, говорит. Я, говорит, никому это не говорила, говорит. Ну, я, говорит, сегодня уже маме позвонил, говорит, меня вот хотят забрать, говорит, что мне делать, говорит. Я не буду под гневом Аллаха, потому что я, говорит, терпела, а вчера он, говорит, меня уже ногами пинал. Вот как это можно представить себе? Ногами женщину пинать. Иди в футбол поиграй. Иди там грушу попинай. Но женщину как можно пинать? Пророк ﷺ два создания Аллаха поставил наравне. Ятама, хадис, помните, сирот и женщин. Сирот и женщин, потому что у сироты нет отца. Он не может тебе морду набить, прийти. У него нет защитника, он сирота. И женщин, потому что женщина, она твоя пленница. Все, она у тебя. Поэтому вот Пророк ﷺ жестко сказал про их права и призвал Аллаха в свидетелей. Хадис кому надо, можем найти. Хадис есть, братья, достоверный. Реза Фахраддин, он приводит еще этот хадис. Поэтому, дорогие братья, вот семейные ценности, вот эта семья, погода в семье, это очень важно. Отношения наши. Вот тоже был случай. Я защищал брата, зная его сколько лет. Он привел мне доказательства. Ну вот жена пришла и говорит, дай мне талак. Дай мне талак. А мы знаем хадис. И брат этот хадис знает, что если без причины жена попросит талак, то даже благоухание рая, даже запаха рая она не почувствует. Этот хадис есть. Да? Но сестра не хочет жить с ним. Все, начали разбираться. Казалось бы, брат прав. Я говорю, давай все-таки я с сестрой поговорю. Хотя бы по телефону. А вы знаете, вот это желание оказалось уйти от брата. Это не появилось 2 недели назад. Даже не год назад. Это появлялось в течение 15 лет. Понимаете? Когда вот эти чувства любви, они угасали, потому что, не было внимания к жене. Вот Фаниль Хазрат, они же чувствами живут, понимаете? Они чувствами живут, им надо что-то сказать, и симбиграк моторинде бугун, да, или там суп сварила, биграк там напширасам, машалла, да, понимаете? То есть не было этого год, 2, 3, 5, 10 лет, и все, в ней не осталось ничего по отношению к мужу. И поэтому она не хочет с ним обниматься, не хочет с ним целоваться, не хочет с ним проводить ночи, а тут хадисы, понимаете? Столько хадисов у брата против нее, да? А когда начали вникать, глубже копать, оказалось, что брат тоже виноват. Он был причиной этого, потому что не было любви, не было ласки, а это очень важно. Поэтому ар-риджалю, в завершение хочу сказать, ар-риджалю каввамуна алян ниса. Мужья являются хозяевами своих жен. Мы хозяева семьи. Поэтому, что бы в семье ни случалось, даже если в чем-то виновата жена, дорогие братья, мы хозяева. И в первую очередь за семью отвечаем мы. И судьбу дальнейшую нашей семьи должны решать мы. И мы не должны говорить, я не виноват, вот она виновата. Ты построил семью, давай, бисмилля, где-то надо терпеть, где-то надо воспитывать, где-то надо уступать свои права, но мы ответственны за своих семей. Мы ответственны за своих семей. И мы должны построить вот это литаскуну илейха, чтобы вы находили в них успокоение, чтобы наша семья, Аллах одарил нашу семью вот этим баракатом, чтобы там было нам действительно хорошо. Говорить можно много, муллалар, купсилиндалар. Шанкура, Аллах разы болсын. Вот то, что вот эту тему подняли. И я думаю, что это не первое, не последнее, потому что это очень важно. Вот никто из вас сейчас не может сказать, что вот то, что сегодня мы говорили с вами, это меня не касается. Мы можем говорить про закат, и кто-то может сказать, это меня не касается.
Мы можем говорить про какое-либо другое дело, да? Кто-то может встать и сказать, ну это меня не касается, да? А семья, братья, всех касается. Всех касается. Поэтому пусть Аллах Тааля даст баракат каждой семье нашей. Пусть Аллах Тааля некоторых наших братьев, я тут вижу, которые пытаются еще жить, выживать без семьи. Пусть Аллах их одарит богобоязненными супругами. Пусть наших сестер, которые еще не смогли выйти замуж, одарит Аллах Тааля хорошими богобоязненными мужьями. И чтобы наши семьи приносили нам, иншаллах, радость. Джазакум Аллах хайран. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: все сыновья Адама являются ошибающимися, и самые лучшие ошибающиеся – это те, которые каются. И в этом словах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, есть указание на то, что идеальных людей нет. Идеальные люди были, они ушли и больше не будут. И это были пророки. И даже они ошибались, однако их ошибки исправлял Аллах. Наши же ошибки мы можем исправить только сами. Вот это то, что я хотел сказать. Аллах на рахмат eylesin. Итак, несколько вопросов мы сейчас озвучим, на них ответим. Значит, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Вопрос такой: стоит ли брату развестись с женой, если она не принимает ислам, не одевает платок и не встает на намаз на протяжении нескольких лет, живя с ним? Из-за этого отношения испорчены, и ситуация не меняется, и есть дети ради них, и терпят пока. Вот примерно такой вопрос. Кто-нибудь ответит? 16 лет ты имам. Я 16 лет имам, а ты учился где-то хотя бы? Ну, это вопрос, наверное, такой, что вот никто сразу прямо не ответит, все, развестись там, да, или жить. Я думаю, что тут надо индивидуально к каждой семье подходить, индивидуально, потому что каждая семья для нас, она дорога, и мы можем привести много примеров, когда действительно братья терпели, воспитывали с терпением своих жен, и альхамдулилля, Аллах Тааля дал им победу, они приняли ислам, и альхамдулилля, они сегодня живут прекрасно. Есть семьи, которые все-таки не смогли найти вот это, да, то есть, скажем, чтобы супруг или супруга действительно пришла в ислам, и пришел в ислам, и они начали вместе поклоняться Аллаху, и им пришлось развестись. Поэтому здесь нужно всегда подходить индивидуально к каждой семье, потому что сколько они живут, вопрос. Потом то, что вот это слово, она не принимает ислам. А кто она? Она, может быть, она мусульманка, но пока у нее проблемы с поклонением, у нее проблемы с иманом. То есть тут много встречных вопросов, понимаете? Если она наотрез не мусульманка, да, если она наотрез воспитывает детей вне ислама, или там она совершает какие-то явные грехи, масалян, ну, ты мусульманин, а ол арақ ішіп қойта, масалян. Ну вот мы тут это день рождения проводили у одной подружки, да, или там яңа жылдан қойта, или с корпоратива қойта, да, пьяные. Ну, тут, да, это проблема, это большая проблема, и тут мы не можем наших дорогих братьев заставлять. Давай, живи, там, 5 лет терпел уже, как она пьянствовала, да, еще терпи. Ну, мы не можем заставлять. Поэтому бывает так, что вот я сколько раз говорил: брат, ну не получилось. Ты ей дал все шансы, да, ты хороший муж, ты вот все попытался сделать, но не получилось. Ну, значит, она не хочет этого. Поэтому, ну, брат, разведись, но только с одним условием: сделай все, чтобы этот развод был максимально, как скажем, безболезненным, чтобы было уважение друг к другу. Почему? Потому что очень часто начинает после развода, приходят проблемы с детьми. То есть мать начинает прямо вот травить детей против мужа. Ваш отец, а ведь талак – это ни в коем случае не означает развод отца и детей. Так ведь? Вот безде талак, практика показывает, когда разводятся муж и жена, разводятся отец и дети. И даже очень много женщин
и это в джахильских семьях так, да, и, к сожалению, в некоторых мусульманских семьях это чувствуется, когда прямо вот начинает мамы мстить мужу за то, что он там развел ее, да, через детей каждый день. Вот где наш папа? А наш папа сволочь, он нас бросил. И это очень много, очень. Ну, власть у нее пока, дети у нее. Поэтому вот иногда бывает, что даем совет, ну, разведитесь, да, если нет другого пути, но постарайтесь сохранить вот эти отношения ради детей, чтобы всегда дети встречались с отцом, ну, чтобы вот такого не было. А так уж, ну, если действительно женщина не хочет поклоняться Аллаху, если действительно прошло уже время, не месяц, не два. Иногда бывает же, мы там месяц назад начали читать намаз и уже хотим революцию сделать. Не только в семье, а вообще в мире. Да? Ну, бывает же так. Вот иногда спрашиваешь: брат, а ты сам когда начал намаз читать? Ну, 2 месяца уже, 2 месяца. Я говорю: брат, давай полгода еще почитай. Еще год. Ты же тоже в 40 лет пришел, а не в 13 лет. Иногда кого-то отправляешь обратно. А иногда говоришь: брат, айда приходи с женой. Да она в мечеть не ходит. Я говорю: все равно приди. Да она не хочет в мечеть. Я говорю: тогда позови меня в гости. Да не переживай-то, я с гостинцами приду. Ну, иногда уж так подкалывай. Давай позови в гости. Ну, как вот? Ну, скажи, вот надо за родителей почитать. И давайте мы откроем там эту тему. Я что-нибудь расскажу. Потому что у самого знания нет еще. А он хочет там всех поставить на намазлык, да, в один день. Поэтому здесь надо индивидуально подходить к каждому вопросу, и вот нельзя вот так сказать. А если все причины созданы, ну, всю жизнь мучиться, это тоже не дело. Если есть столько сестер, мусульманок, ну не получилось, тогда осчастлив, иншаллах, сделай счастливой мусульманку. Если не мусульманка не хочет быть с тобой счастливой, если у нее счастье в другом, ну пусть тогда живет со своим счастьем. Поэтому такой уж вопрос. Может, Салимжан Хазрат что-то хочет добавить? Дорогие братья, я пару слов таких хочу сказать. Барма острые слова. Какие-то есть такие острые? Ну, все устали, наверное, немножко, потому что мы так долго говорим. Аллаха шикр. Амалекин иге койткаш, икинчи түрлі койтык, жамагат. Чтобы вот это вечер, он изменил вас. Чтобы когда вы сейчас вышли с мечети, ощутили вот этот вот снег, который упал, да, холодок, который повеял, да, чтобы что-то изменилось, иншаллах. Хотя бы на неделю, да? Нет, подольше, Хазрат. Мы стараемся, вот поверьте, да, вот мы здесь сидим, мы реально переживаем. Реально. Вот приходят, да, и мы, наверное, такие сентиментальные, мы через сердце пропускаем. Иногда охота помочь семье, да, а потом думаешь, ты там вообще не нужен, оказывается. Они там так друг друга там разносят, а потом смотришь, они ходят спокойно. Сколько раз так было? Ты радуешься, конечно, за них. Ну, шулай болсын инде, киләчәктә дә. Шуңа күрә мин гел нәрсә турында уйлыйм, җәмәгать. Без әле монда утырабыз, а безнең балаларыбыз бар бит әле. И наверняка мы еще родственниками станем здесь. Наверняка. И никуда ты не денешься. Әгәр дә сине 20 яшьлек малай әйтә, миңа теге кыз ошый, а сиңа теге кызның әтисе бигрәк тә может ошамаста. Да? Может такое быть. Поэтому давайте вот начнем отношения друг с другом налаживать. Мы каждый день намаз читаем, альхамдулилля. И сейчас уже умеем друг с другом работать, бизнес вести и так далее. Давайте начнем друг друга любить. Давайте сейчас придем домой, обнимем своих жен, своих детей. Давайте будем делать тауба. Давайте будем
у Аллаха просить, чтобы Аллах дал любовь к своим супругам. Вы просите у Аллаха, чтобы Он дал любовь. Махаббат. Сұрарға керек. Һәм инде әйтәм бит, Аллаһ Тәгалә һәр безнең очрашуларыбыз Аллаһ ризалыгы өчен булсын. Һәр менә бу очрашуларыбыз безнең ниятләребезне яңартсын. Пусть у нас возобновятся и пусть у нас намерение укрепляться, что ради Аллаха. И всегда вспоминайте первые минуты, когда вы захотели вот эту девушку, чтобы она стала женой. Вспомните эти минуты. Пусть это было 20 лет назад, 15. Или вспомните, как вы через себя, переступая свои какие-то принципы, может быть, даже шли и у нее на поводу. А сейчас она не такая уже. Поэтому, айтам бит, не забывайте, что мы рыцари, что мы мужчины, субханаллах. А они все-таки женщины. И они с нами, альхамдулилля. Шуңа күрә, Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә иң беренче иман, хидаят бирсен. И пусть Аллах Субхану даст нам понимание вот этого союза, понимание вот этого соединения, иншаллах. Альхамдулилля. Субханак ва бихамдик, нашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.